Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейх Шара. Сегодня в программе. Состоялось очередное заседание сессии парламента Республики Абхазия. В Министерстве внутренних дел прошло отчетно-плановое совещание. С 14 апреля началась процедура выдачи водительских удостоверений российского образца. Около 20 вопросов в повестке дня рассмотрели депутаты Народного собрания на очередном заседании сессии парламента. В окончательном чтении приняты изменения в Кодекс Абхазии о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Также ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития. Подробности заседания в материале Гугуцы Вардания. В первом чтении принят законопроект об едином социальном налоге, который предусматривает установление единого налога вместо действующей системы взимания обязательных социальных платежей в доходы 5 государственных внебюджетных фондов. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку и стимулировать деловую активность за счет снижения ставки налога с фонда заработной платы с нынешних 20% до 18% и упростит налоговое администрирование и налоговую отчетность. Данный законопроект, он, предусматривает снижение налоговой базы. Если сегодня 20% начислений и 1% удержаний, в дальнейшем 18% единый социальный налог составляет от доходов. И формирование расходов по внебюджетным фондам будет происходить так же, как формируется республиканский бюджет по бюджетным параметрам. Это, конечно, наверное, не безболезненная процедура, и многие вещи надо будет обсуждать. Батал Эдуардович, в том числе и с администрацией президента, как быть с фондами, как сделать мягкий переход, потому что будет ситуация аналогичная ситуации с кадастром и БТИ. Я заблаговременно вам об этом говорю. Более того, здесь есть заключение соответствующих ведомств, в частности, Министерства экономики, Минфина. В Минэке, в заключении Минэка сказано о том, что некоторые фонды есть целесообразность оставить, более крупные. Все эти опции необходимо обсуждать. В первом чтении принят проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о репатриантах. Речь идет об изменении источников финансирования государственной программы репатриации. Депутаты парламента проголосовали за избрание председателей 5 районных судов. Асида Аргун избрана председателем Гагарского районного суда. Людмила Чанба – Гудаутского, Кристина Язычба – Сухумского, Марина Ануа – Гулрывского, Камала Сурия – Галского, Кристина Ахуба избрана на должность судьи Кварчалского районного суда. Почти все из кандидатур председателей вы заслушали, все биографии уже многократно, и все они являются судьями соответствующего районного суда и прошли многоступенчатую систему отбора, и многие из них уже неоднократно были избраны на должности судей соответствующих районных судов. Вы слышали, у кого какой послужной список, и некоторые даже на должность председателя суда. Представление кандидатуры председателей районных судов относится к компетенции президента и уже принятие решения окончательно к парламенту. Депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы. Как мы знаем, в 2024 году были определенные ограничения в части оказания финансовой помощи со стороны Российской Федерации, ввиду чего мы не смогли произвести индексацию, достигнуть тех целевых значений, которые у нас были запланированы по основным категориям работников, это в сфере здравоохранения, образования, культуры, науки и спорта, ввиду чего эти изменения, индексацию мы планируем произвести в рамках текущего финансового года в тех показателях, в которых они были утверждены на 2024 год, ввиду чего мы и предлагаем эти изменения, чтобы в этом объеме утвердить целевые значения на текущий финансовый год. В
В первом чтении депутаты внесли изменения в градостроительный и строительный кодексы Абхазии. Относительно небольшой срок действия кодекса показал необходимость принятия изменений и дополнений с целью упрощения реализации некоторых положений на практике, отмечается в пояснительной записке к документу. Изменения касаются и осуществления негосударственной экспертизы. Это конкретизация некоторых положений кодекса. Так, например, мы дополняем статью 22 полномочий местного органа государственного управления, несмотря на то, что положения, которые мы дополняем, регламентированы уже в других главах кодекса, данного кодекса, таких как глава 14, статья 102, глава 17, статья 106, глава 117, 108, то есть статья 107 и 108 в главах 18 главе. Депутаты парламента приняли в первом чтении проект закона о закупках. Документ представил депутат Резо Зантария. Проект предусматривает два вида государственных закупок – конкурентную и неконкурентную. Каждый из этих видов госзакупок и их порядок проведения регламентирован в соответствующих статьях проекта данного закона. В целях обеспечения прозрачности государственных закупок проект предусматривает создание электронной площадки проведения государственных закупок, куда открыт доступ всем заинтересованным сторонам государственных закупок. Законом предусматривается обязательные требования, предъявляемые к порядку размещения информации о проведении государственных закупок. В первом чтении внесены изменения в проект закона о порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия. Законопроект предусматривает расширение субъектного состава заявителей и включение в него юридических лиц. В настоящее время данное право юрлиц не регламентируется ни одним законом. Считаем, что расширение состава включения юридических лиц послужит действием, механизмом оказания содействия в реализации прав законных интересов юридических лиц. Вторая поправка связана с ужесточением ответственности должностных лиц за нарушение закона и привлечение их не только к административной, но и к дисциплинарной ответственности. Проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях принят во втором чтении. Законопроект направлен на определение органа, уполномоченного рассматривать административные правонарушения в сфере пожарной безопасности. Вот этот вопрос данной поправки подлежит изменению и дает возможность возбуждения уголовного дела по административным правонарушениям Министерству по чрезвычайным ситуациям. Депутаты парламента внесли изменения в закон о введении в обращение на территории Абхазии памятных и инвестиционных монет и банкнот. Во втором окончательном чтении теперь абсары можно будет свободно обменивать на рубли в банках Абхазии. Также предусматривается обязательство кредитных организаций принимать к обмену все выпущенные банкноты, включая ветхие и поврежденные по номинальной стоимости. Депутаты парламента также внесли изменения в закон об основах налоговой системы в Республике Абхазия. Суть законопроекта заключается в том, что он предусматривает уменьшение действующего размера пени в случае задержки уплаты налоговых платежей в бюджет и бюджетной системы Республики Абхазия с 0,3% неуплачиваемой суммы налога за каждый день просрочки платежа до 0,1%. Но законопроект был инициирован уполномоченным органом, мы получили его из администрации президента. Считаем, комитет единогласно рекомендовал, считаем, что это тоже идет в череду тех послаблений, да, вот, налоговых с 0,3 до 0,1. Это в 3 раза мы уменьшаем пеню за день просрочки. Рассмотрен, но в результате голосования не был принят законопроект о государственной поддержке инвестиционной деятельности инвестора. Гугу Савардания, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Международный детский центр «Артек» выражает глубокие соболезнования родителям и родственникам Нарта Абухба. Для нас его смерть – это трагедия, которую мы разделяем вместе с ними, сказали телеграм-каналу «Абхазский вестник» в Артеке. Между тем, Министерство здравоохранения Республики Крым проводит проверку по факту оказания медицинской помощи школьнику из Абхазии.
130 преступлений зарегистрировано за первый квартал текущего года. В Министерстве внутренних дел прошло отчетно-плановое совещание. За аналогичный период прошлого года было совершено 135 преступлений, в том числе 2 убийства. При этом в этом году наблюдается рост числа тяжких преступлений. МВД усиливает работу по борьбе с наркопреступностью и продолжает противодействовать майнингу криптовалют. Гунда Шоуа продолжит тему. В первом квартале этого года в Абхазии произошло меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Начальник штаба Министерства внутренних дел Денис Таня привел сравнительный анализ криминогенной обстановки в стране. Всего за отчетный период зарегистрировано 130 преступлений против 135. При этом Таня добавил, что 2 из них – убийства. Столько же их было в прошлом году. Количество тяжких преступлений – 46 против 44 в аналогичное время прошлого года. Необходимо отметить и увеличение количества раскрываемости 78,3 против 75. В сфере преступлений против собственности наблюдается увеличение их общего количества на 6 фактов, 25 против 19. При этом увеличилось количество раскрываемости на 10 или 18 против 8 за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить положительную динамику в первом квартале по недопущению таких преступлений, как грабеж и мошенничество. Разбойных нападений в отчетном периоде на 1 факт меньше или 2 против 3 за аналогичный период прошлого года. 22 дорожно-транспортных происшествий произошло за 3 месяца текущего года. В результате погибло 7 человек, пострадали 37 граждан. Всего за отчетный период в республике выявлено более 17 тысяч нарушений правил дорожного движения. За 3 месяца 2025 года лишены права управлять автотранспортным средством на 6 месяцев 359 водителей. По линии фото-видеофиксации у нас вручено на 3388 постановлений больше, или 5222 против 1834 за аналогичный период прошлого года. Данные показатели свидетельствуют о большом количестве нарушений скоростного режима, выявляемыми комплексом камер фото-видеофиксации. Более детальный анализ будет проведен к следующему отчетному периоду для определения эффективности данного комплекса. Однако уже сегодня можно наблюдать их воздействие на водителей, которые снижают скорость в зонах действия данных камер. За первый квартал 2025 года наблюдается увеличение количества зарегистрированных автотранспортных средств на 68 единиц или 4005 против 3937. Однако первичная регистрация снизилась и составила 954 против 1422 за аналогичный период, что на 468 меньше. В сфере общественной безопасности совершено 75 правонарушений, из них раскрыто 72. Преобладают преступления, связанные с оборотом наркотических веществ. Таких в первом квартале 2025 года совершено 40. В Министерстве внутренних дел в тестовом режиме запущен газовый хроматограф. Новое оборудование позволит выявлять широкий спектр наркотических веществ, что значительно расширит возможности в борьбе с распространением наркотиков. Мы запустили газовый хроматограф, над которым работали очень долгое время, так скажем, и у нас не было возможности по выявлению, так скажем, некоторых видов наркотических препаратов, которые стали сегодня популярными в нашем обществе. То есть у нас сегодня есть такая возможность их определять. И, соответственно, как говорится, это, я считаю, большой шаг. Сейчас мы дорабатываем, да, Беслан Русланович, эту историю для того, чтобы более комплексно подходить, в том числе и по освидетельствованию наших граждан. В ближайшее время у нас этот процесс начнется. И мы все прекрасно знаем, что в это вовлечены многие наши граждане. Именно в употребление наркотических препаратов, которые у нас обычными тестами не выявляются. Количество краж увеличилось. Если за аналогичный период прошлого года их было совершено 15, то в этом году 21. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут поручил усилить работу в этом направлении в летний сезон. Есть небольшое увеличение по кражам. Соответствующая команда дана. Подготовка к летнему курортному сезону у нас же она ведется. И, соответственно, я думаю, что эту статистику нужно менять. Нужно обязательно активную работу провести согласно той статистике, тем преступлениям, которые у нас выходят, так скажем, за рамки сравнения с прошлым годом. Нужно будет над этими вопросами очень тщательно поработать. Министерство внутренних дел продолжает активную работу в борьбе с майнингом криптовалют. И это, как подчеркнул Роберт Киут, основная задача, которая находится на контроле у руководства страны.
С 14 апреля начата выдача водительских прав российского образца. За 2 дня принято 330 заявлений. Количество кабинетов приема увеличено с 3 до 5. Предусмотрено отдельное окно для жителей районов. С отчетами о ситуации на местах выступили все руководители районных подразделений. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. С 14 апреля началась выдача водительских прав российского образца. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Абхазии Бадры Гунба и президента России Владимира Путина. Кроме того, на 1 год продлена возможность управлять автомобилем на территории Российской Федерации с абхазскими правами. Наша съемочная группа побывала в отделении ГАИ, где идет обработка документов. Смотрите репортаж из Ханагуа. В режиме 4 окна, без дополнительных документов, любой желающий, имея двойное гражданство, может получить российское водительское удостоверение. При этом пересдавать экзамены и предъявлять медсправку не нужно. Сама процедура бесплатна. К 14 часам дня наша съемочная группа приехала в РЭО. К тому времени сотрудники МВД России совместно с абхазскими коллегами уже обслужили десятки людей. Процедура приема документов и выдачи российских водительских удостоверений упрощенная. Сначала необходимо записаться, а далее сотрудники информируют, в какое время и день необходимо прийти для сдачи документов. Водителям не приходится стоять часами в очередях. Быстро, удобно и беспроблемно – так характеризуют процедуру граждане, желающие получить российские права. Очень удобно, очень быстро, все оперативно. Буквально 10 минут и уже все, надо сфотографироваться, все готово. Надо сначала прийти заранее, записаться, собрать все оригиналы документов, сделать ксерокопии, прийти в окошко, сдать, сфотографироваться и все. Хотелось бы выразить руководству нашему и Российской Федерации огромную благодарность в связи с тем, что процесс упрощения выдачи и подачи документов сокращен до минимума. Это очень хороший знак. С 2024 по 2025 год у граждан Абхазии была возможность выехать и получить российские права на территории России. Однако не все успели оформить документ. По имеющимся данным, за год права получили всего лишь до 7 тысяч граждан. Договоренность о выдаче гражданам Абхазии российских водительских удостоверений по упрощенной схеме была достигнута 5 марта в ходе встречи в Кремле президентов Владимира Путина и Бадры Гунба. В начале апреля текущего года техническую реализацию проекта обсудили президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. После процедуры согласования и определения порядка обращения водителей за получением российских водительских удостоверений в Абхазию были командированы 7 сотрудников полиции России. Каждые 2 месяца они будут меняться. Министерство внутренних дел Российской Федерации с нашим министром были ряд встреч, и после всех этих встреч было достигнуто таких результатов, что продление выдачи российских прав продлили на год. И что хочу отметить, что принятие документов осуществлялось на территории Республики Абхазия. Это впервые такое сделано. Хочу еще сообщить, что медицинская справка, которая требовалась на территории России, в Абхазии сейчас она не требуется, и все это бесплатно и беспошлино. В рамках процедуры оформления российских прав заявитель, имеющий паспорт гражданина России и Абхазии, предоставляет действующее абхазское водительское удостоверение. Его проверяют по базе и направляют в госавтоинспекцию МВД России. Фотография водителя делается на месте. После этого водительское удостоверение российского образца передается заявителю. Все категории, указанные на абхазских правах, будут переведены на российское удостоверение. Первый день мы начали осуществлять прием граждан. Количество людей в первый день получилось 173 человека. И в тот же день мы записали на 2 дня вперед по 150 человек. Мы понимали, что количество граждан, которые будут обращаться, будет большое, но не такое, как мы по факту увидели. У нас была возможность дополнительно еще добавить окно приема наших граждан. И могу сказать так, в течение дня, в рабочее время, мы можем принять от 200 до 250 человек в день. После приема документов в неделю 2 раза будут вывозиться эти документы в ГИБДД города Сочи, обрабатываться там, и будем привозить уже сюда, уже на выдачу. Занимает это после сдачи документов в течение 5 рабочих дней наши граждане могут получить водительское удостоверение у нас в здании в управлении ГАИ.
По словам Дамия Авицба, действующие 3 окна принимают граждан, записавшихся в предварительный список. Следует отметить, что дополнительно открыто 4-е окно для водителей из районов Абхазии, чтобы не отправлять их обратно. Понимая, что сложность есть приезжать с районов, у нас есть возможность до 60 человек в это окошко направлять людей, которые приезжают именно с района. Примерно до 40 тысяч мы предполагаем, что должны обратиться к нам. Учитывая, что количество людей, которые обращаются к нам, большое, и мы, где записывается предварительная запись, и наши 2 сотрудника регулируют тех людей, которые обращаются. То есть мы их записываем имя, фамилия, отчество, номер телефона, и в какое время и в какой день ему удобно прийти. То есть выделяется 10 минут на каждого человека. То есть у нас 4 окна, 7 сотрудников, и в количестве 200-250 мы можем в день принять. Выдачу проводят в РИО со вторника по субботу с 9 до 18 часов. Упрощенный порядок выдачи российских удостоверений действует до 1 апреля 2026 года. До этого периода абхазские водительские удостоверения будут действительными и на территории России. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Государственный таможенный комитет продолжает мероприятия по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго». О последних фактах выявления майнинга криптовалют в материале Адицы Сагария. С момента функционирования оперативного штаба ГТК возбуждены 19 дел об административных правонарушениях, обнаружено и изъято 347 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты и 33 единицы комплектующих. За последнюю неделю, с 10 апреля, у нас возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, обнаружены и изъяты 50 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты. 10 апреля текущего года примерно в 12 часов 40 минут сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета и Министерства внутренних дел в ходе реализации оперативной информации в городе Сухум по улице Имама Шамиля в доме номер 9 обнаружено и изъято 41 единица вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты. Проводится административное расследование в отношении гражданина Воуба. Также есть и другие факты по выявлению вычислительного оборудования. 15 апреля 2025 года, примерно в 12 часов 00 минут сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета, совместно также с сотрудниками службы госбезопасности Республики Абхазии, в ходе реализации оперативных мероприятий в городе Ужи-Ачамчира по улице Горького, дом 18, в ходе обследования приусадебного участка обнаружено и изъято 9 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты. Проводится административное расследование в отношении гражданина Республики Абхазии Бадия. Оперативные подразделения в процессе несения службы на пограничных территориях обеспечивают экономическую безопасность и стабильность на территории всей республики. Адица Сагария, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. В Абхазии будет учреждена новая высшая государственная награда Владислав Арзанба и орден. Проект закона об учреждении ордена рассмотрели на очередном заседании Госкомиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии. Были одобрены и включены в план мероприятий проекты «Русдрама», съемка документального фильма о Владиславе Арзанба режиссером Ибрагимом Чкадуа, создание документального фильма об истории визита Владислава Арзанба в Турцию в июле 1992 года. Комиссия рассмотрела сценарий торжественного заседания, подготовленный режиссером Тимуром Киквискири, проведение которого планируется в Абхазском драматическом театре 14 мая. 65 лет исполнилось президенту Академии наук Абхазии Зурабу Джапуа, фольклорист, кавказовед, эпосовед, специалист в области нартоведения, доктор филологических наук, иностранный член РАН, профессор АГУ, директор Центра нартоведения и полевой фольклористики при АГУ, главный научный сотрудник АБИГИ имени Дмитрия Гулия, награжден орденом Ахтапша III степени. Научное сообщество страны и Президиум Академии наук поздравили юбиляра с днем рождения и вручили золотую медаль за достижения в науке. 65 лет – это серьезная дата, особенно для ученого. За плечами огромный багаж знаний и опыта. Но на этом юбиляр останавливаться не собирается. На протяжении нескольких десятилетий Зураб Джапуа совмещает работу в качестве ученого и руководителя научного процесса и продолжает налаживать связи с зарубежными научными учреждениями. Академия приняла определенный статус
который позволяет нам участвовать непосредственно в экономическом и социальном развитии нашей республики. Наши работы целенаправлены, направлены на решение экономических, социальных и прочих вопросов, а также на укрепление нашего молодого государства. Коммуникабельность и активность Зураба Джапуа стали импульсом развития научной сферы в нашей стране. А за достижения в науке в 65-й день рождения ему вручили золотую медаль с денежным вознаграждением в размере 200 тысяч рублей. Он неустанно, пропагандирует и озвучивает наши достижения и нашу значимость в становлении нашей республики. В связи с этим разрешите вручить удостоверение нагрудной золотой медали Академии наук Зурабу Джотовичу. От коллег звучат поздравления с разными пожеланиями, но все едины в том, что благодаря Джапуа абхазская наука вышла на новый уровень. Сегодня у наших ученых есть возможность осуществлять исследования, направленные на развитие экономики, медицины, сельского хозяйства, экологии и других сфер, жизненно важных для развития государства. Возглавляя Академию Абхазии, вы стали блестящим продолжателем славных традиций абхазского научного сообщества. Ваша многолетняя плодотворная научная, организационная и общественная деятельность позволили поднять имя абхазской науки на новый уровень. Вы внесли огромный вклад в изучение абхазского фольклора, особенно такой важнейшей отрасли, как нартоведение. Подготовленное под вашим личным руководством, прекрасно изданное многотомное издание абхазского нартского эпоса уже вошло в Золотой фонд абхазской культуры. Вы активно занимаетесь популяризацией духовной культуры Абхазии, прославляя имя нашей страны далеко за ее пределами. Если говорить о научных и творческих интересах Зураба Джапуа, это в первую очередь различные жанры абхазского фольклора. Героико-архаический и героико-исторический эпос абхазов в сопоставлении с творчеством других кавказских народов. Мифология, эпическое сказительство, текстология фольклора, издание фольклорных текстов. Но его главный проект жизни, над которым он трудился много лет – «Нарты. Абхазский героический эпос» в 8 томах. В ближайшее время будут изданы еще 2 тома. За нартским эпосом глубочайший смысл, который может помочь и сегодня Абхазии двигаться дальше. В нартском эпосе именно в образе Нарта Сосрыхо скрывается на самом деле, как нам представляется, культурный код. И то, что вы собрали в своем 10-томнике, подтверждение тому обстоятельству, что это нартский эпос, это творчество, оно живет, и до сих пор народ творит и говорит на этом языке, на самом деле это большой вклад в науку и в развитие вообще Абхазии. Библиография Зураба Джапуа насчитывает более 260 работ, включая сюда монографии, сборники статей и материалов. Несмотря на достигнутые показатели, Зураб Джотович расширяет свой общенаучный и специальный кругозор, совершенствует навыки научно-исследовательской работы, ежегодно участвуя в десятках научных форумов и конференций, которые проводятся как в Абхазии, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья, публикует научные статьи и работает над новыми проектами. Академия, институт, царова, хампада разгорму. Я чтоб айбешраштах дарз, а вот юрка хархсхит, харчсхит, загутаху, загштаху, аха, берже Уди Анатолий Иванович идет коллега Ширхет, при Москва, Пихнукара, Карома, Грозный, Кома, Китай, Кома, Шаджарома, при Сарге из Босалаги, коллега Шишергиш Ботхампада, при Блачуцла, Схапшра, Хавахшадакес, Хай Чаджара Кахара, Урустуа Пьецарава, Хари Хаймедра Корида, Пхакахцара Хантоп Хампада, его дию. Убрекампи, Урустула Пика, Урустула Антицги, Хаймедра Куица, Гитбахот Хампада. Ученый посвятил свою жизнь одной из самых востребованных во всем мире и постоянно находящейся в центре внимания сфере деятельности науки, которая требует исключительного таланта в решении как фундаментальных, так и прикладных задач. Сима Аргун, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
Ассоциация силовых ведомств при поддержке МВД и МЧС провела первый практический урок безопасности для учащихся Сухумского лицея-интерната. Ребята не только изучали правила дорожного движения, учились тому, как надо действовать в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары и ДТП. Школьники также играли роли юных инспекторов, работали со специальными средствами ГАИ и патрульным автомобилем. Дети также тушили огонь, эвакуировали пострадавших, оказывали помощь раненым. В передвижной лаборатории они снимали отпечатки пальцев и анализировали следы ДТП, составляли фотороботы. Подобные уроки будут проводиться во всех школах Абхазии. Ребята получили приглашение на обучение в профильные вузы МЧС и МВД. Распоряжением исполняющего обязанности главы администрации города Сухум Тимура Агарба создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории столицы. Возглавляет группу заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе. Службам администрации даны распоряжения обеспечить праздничное оформление столицы, подготовить площадки для проведения общегородских праздничных мероприятий, организовать работы по праздничному оформлению территории, прилегающих к памятнику неизвестному солдату, и подготовить площадку для установки военно-полевой кухни, обеспечить возможность постоянного горения вечного огня. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 17 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Температура воздуха ночью 4,9, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.